Здравствуйте! В эфире полезные советы с Ботагос Марабаевой на корпоративном телеканале АО «Кострансойл». В нашей программе вы узнаете, как легко поддержать здоровый образ жизни при высоких профессиональных нагрузках. Каждый из нас знает, каково это вставать не выспавшимся после ночного сна. Если ночной сон был неполноценным, в крови изменяется концентрация гормонов, и мелатонин, гормон сна, не может полноценно синтезироваться. Как же высыпаться ночью, чтобы вставать полными сил и энергии для нового рабочего дня? Расскажем в сегодняшнем выпуске. При отсутствии нарушений ночного сна мелатонин хорошо синтезируется. Кортизол, гормон стресса, повышается утром и приводит организм в активность. Уровень мелатонина снижается, и в течение дня нам уже не хочется спать. Ну что же делать, если по ночам мелатонин плохо вырабатывается в организме и начинаются проблемы со сном? Я обратилась за мнением эксперта, чтобы узнать ответы на этот и другие вопросы. Сегодня я пришла, чтобы поговорить с врачом-сомнологом, магистром медицины Ауриней Сериковной, чтобы узнать побольше о том, как лучше высыпаться и вставать утром бодрым и полным сил для рабочего дня. Здравствуйте, Ауриния Сериковна, спасибо вам большое, что согласились рассказать нам побольше о здоровом сне. Ну и первый вопрос. Что такое мелатонин и что способствует его выработке в организме? Здравствуйте! Мелатонин – это гормон, который необходим нам для полноценного и качественного сна. Его выработка зависит от света. Чем меньше света, тем он более активно вырабатывается. На сетчатку глаза попадают световые сигналы, которые воспринимаются как бело-голубой спектр. И, к сожалению, наш мозг, он не различает, это световые сигналы от солнца поступили или от экрана монитора. Если мозг получает эти сигналы, то он думает, что это день, и мозг бодрствует и активно работает. Если эти сигналы отсутствуют, то он понимает, что это ночь, и готовит организм ко сну. Расскажите, пожалуйста, как влияет недостаток мелатонина, либо недостаток сна на выработку инсулина? И как это может навредить людям, страдающим избыточным весом, либо сахарным диабетом? Недостаток мелатонина влияет на колебания уровня глюкозы. То есть дефицит сна может вызвать у лиц, предрасположенных к сахарному диабету, развитию этого заболевания. У лиц, у кого уже имеется сахарный диабет, недостаток сна или дефицит сна, он может привести к тому, что врачи назначают более сложные схемы терапии. Также он может привести к осложнению сахарного диабета, ожирения и другие проблемы. А можно ли принимать мелатонин? И какие нужно соблюдать при этом предосторожности? Препараты мелатонина могут назначаться для улучшения качества сна. Они могут применяться у лиц с нарушением циркадных ритмов, с частой сменой часовых поясов, также у лиц старшего возраста, так как у них падает выработка своего собственного мелатонина. Но, как любое лекарственное средство, да, конечно, мелатонин безрецептурный препарат, он назначается строго по показаниям, так как имеет определенные противопоказания и побочные эффекты. Самое банальное, он может просто не помочь. Все люди индивидуальны, но есть универсальные рекомендации, которые могут подойти большинству. Итак, доктор, возьмем такую распространенную привычку, как просматривать социальные сети, либо смотреть телевизор перед сном. Что бы вы посоветовали по этому поводу? Кровать и спальня в целом должны использоваться только для сна. Посторонние занятия, просмотр телевизоров, использование гаджетов не должны мешать сну. У человека кровать перестает быть стимулом к засыпанию, она становится стимулом к активности. Соответственно, за час до сна мы рекомендуем ограничить просмотр телевизоров, использование гаджетов, особенно это касается новостных каналов, реалити-шоу, чтобы не возбуждать нашу нервную систему перед сном. А как бороться с таким распространенным явлением, как храп? Ведь он часто встречается с возрастом и беспокоит не только самого человека, но и тех, кому приходится слышать эту ночную мелодию. Ведь не все знают, что храп может стать причиной серьезного заболевания апноэ. Люди думают, что храп больше носит социальную проблему и мешает близким окружающим, так как не дает нормально спать. Но храп может иногда являться признаком серьезного заболевания, болезни остановок дыхания во сне или апноэ сна. Наверное, видели такие ситуации, когда человек спит, храпит и через какое-то время перестает дышать. И мы все с замиранием смотрим, когда он снова начнет дышать. Да? И через несколько секунд возникает такое громкое всхрапывание, человек надышался и снова перестал дышать. В
При тяжелых формах такой болезни за ночь может наблюдаться до 400 остановок дыхания во сне. И у таких людей возникает хронический ночной дефицит кислорода. Такие люди не высыпаются ночью. На утро они просыпаются с чувством разбитости, усталости, вялости. Днем беспокоит дневная сонливость, снижается концентрация внимания. Это особенно чревато тем, кто ездит на дальние расстояния, так как есть риск того, что можно уснуть за рулем. Друзья, если вы заметили признаки тяжелого прерывистого храпа у своих близких либо у друзей, пожалуйста, порекомендуйте им пройти диагностику храпа у сомнолога. И напоследок, какие рекомендации вы хотели бы добавить людям с беспокойным сном? Соблюдать режим сна. Время отхода ко сну и время пробуждения должно быть одинаковым, даже в выходные дни. Регулярная физическая нагрузка, однако ее нужно исключить за 3 часа до сна, чтобы не возбуждать нашу нервную систему и не мешать нормально спать. Проветривание спальни, исключить прием пищи за 3 часа до сна, исключить просмотр гаджетов, телефонов, телевизоров за час до сна. Подскажите, пожалуйста, а какое количество часов рекомендовано спать женщинам и мужчинам? Есть общие стандарты по количеству часов от 7 до 9 часов, но это индивидуально для каждого человека. Например, для женщин необходимо спать на 1 час больше, чем для мужчин. Тогда они чувствуют себя более активными и бодрыми. Есть как короткоспящие, так и длинноспящие люди. Из истории был Наполеон, который спал, со слов, менее 4 часов, и ему этого было необходимо для того, чтобы себя чувствовать активно. На сегодня есть Трамп, который рассказывает о том, что тоже мало спит, и это ему не мешает активно работать. Но не нужно эти нормы примерять на себя, так как мы все индивидуальны, и наша норма должна быть комфортной для нас. В среднем, как я уже сказала, от 7 до 9 часов сна. Спасибо большое, Аурения Сериковна, за то, что помогли нашим телезрителям разобраться в том, как лучше высыпаться после ночного сна и вставать полными сил и энергии. Ну что ж, на этом сегодняшний выпуск программы «Полезные советы» подошел к концу. Надеемся, что информация и рекомендации от врача-сомнолога о здоровом сне пойдут вам на пользу. С вами была Ботагос Марабаева. Будьте здоровы!